Здравствуйте! В прошлой передаче мы говорили о этикете, о абхазском этикете, который в свое время поддерживал в нашем народе, проявлял стремление к насыщению достоинством и, как следствие, духовностью. Но, будем откровенны, не всех подряд это стремление обременяло, судя по некоторым нынешним признакам. Сегодня мы продолжаем, как говорится, в том же духе, попытаемся разобраться накануне президентских выборов в таком определении, как разделенность народа. Многие считают, что следующий президент должен быть президентом-объединителем. Но проблема заключается в том, что само это определение «народ разделен» многими трактуется по-разному. Одни подразумевают под разделенностью политическую приверженность тому или иному деятелю, другие – экономические, а третьи просто используют это определение как инструмент в политической борьбе, особо не вдаваясь в разъяснение. Попытаемся разобраться, что действительно разделяет наш народ, что находится в корне этого определения, что предстоит объединять и каким образом можно избавиться от этой разделенности. В рамках программы «Хастагыл Амта» интервью с философом Олегом Несторовичем Домением. Олег Несторович, мы опять в тех же условиях находимся, в пасмурных, как говорится, в пасмурных и политически пасмурно, и по природе, да, тоже. Но несмотря на вот эти погодные условия, все-таки мне бы хотелось, чтобы наша беседа носила оптимистический характер. Хотя тема наша не совсем такая уж и радостная. А именно, Олег Несторович, я вот у вас хотел спросить. Вы знаете, на политической арене очень часто употребляется такое определение, как разделенность народа. Вот наш народ разделен, но у кого бы я ни спрашивал, что под этим понятием подразумевается, да, и что подразумевают люди, они все говорят о разном. Само вот это понятие, оно появилось недавно. Где-то, можно сказать, в середине 90-х годов, по крайней мере, в послевоенный период оно появилось. И оно не случайно появилось, оно в какой-то степени является отражением и выражением того, что происходит в социальных устоях нашего общества. То есть, если раньше в советское время, может быть, и в досоветское, хотя досоветское время мы не жили, не знаем, но в советское время, если абхазское общество, я имею в виду не только абхазского этноса, а абхазское общество сравнительно с нынешним представляло единый монолит в социальном, политическом, экономическом, во всех отношениях представлял собой единый монолит, вот этот монолит был разрушен во время войны и послевоенный период, и по сей день этот разрушительный процесс продолжается. То есть система разрушилась. Когда система разрушается, она, как правило, разрушается на составляющие ее отдельные структуры. То есть сегодня общество, вот такое единое общество, сообщество людей, которое жило на этой территории, они уже не представляют вот привычное для нас единое общество. То есть сегодня в нашем обществе мы наблюдаем, знаете, отдельные группы, структуры, они формируются по интересам, по потребностям, и между ними идет конкурентная борьба, борьба за существование, борьба за ресурсы. Это мировой процесс, не сугубо абхазский процесс, это мировой процесс. Не одни мы такие. Да, конечно. То есть в наших условиях, то есть в условиях любого разумного общества, когда общество разрушается, единое здание, социальное здание разрушается на куски, на составляющие его блоки, а здесь даже не блоки,
А здесь разрушение идет в конечном итоге до атомарных единиц, до индивидов. То есть для каждого человека его сугубо личностные, индивидуальные интересы становятся превалирующими и доминирующими. Он ими руководствуется, и они вот его направляют, его действия, его отношение к другим людям, его отношение к самому себе. Но вот знаете, что мне хотелось бы еще узнать? Все-таки вот это вот, так сказать, разделенность народа, которую в упрек ставят руководителям государства, что они так и не смогли достигнуть объединения, да, оно вот как бы непонятно, чем аргументируется. Отвечу на этот вопрос. Кстати говоря, этот вопрос поднимался, помнится мне хорошо, когда мы были депутатами Верховного Совета, потом парламента, это военного совета и военного парламента, или послевоенного парламента. То есть в таких случаях, когда, собственно, социум разрушается или испытывает какое-то социальное недомогание, или еще какие-то другие кризисные явления, а мы находимся в глубоком и системном кризисе, когда такие процессы происходят, деструктивные, разрушительные процессы происходят, общество не может функционировать, оно не может поддерживать свое существование, или его способности поддержать себя постоянно снижаются, резко снижаются. Да? В этих условиях, естественно, конечно, существуют определенные рычаги. Как тормозить эти процессы, разрушительные процессы? Важным и наиболее эффективным инструментом в таких случаях является институт власти, институт управления. Потому что общество – это самоуправляющаяся организация. А организующим и управляющим началом для общества является институт, специальный институт. И, к великому сожалению, вот этот институт тоже у нас не справлялся со своими главными основными функциями. Главная основная функция – это управлять эффективно и поддерживать существование общества. Со стороны, к великому сожалению, этого института таких мер принято не было. Какие и по сей день меры должны были быть приняты? какие-то меры, значит, переход, вообще, собственно, процесс из одной социальной системы в другую систему, это всегда вызвано вот с такими сложностями. Мы-то переходили из социалистической системы хозяйственной в рыночную систему. А что такое рыночная система, тем более в наших условиях? Это либерализация. Государство, вот как мы сегодня видим на постсоветском пространстве, оно особо не вторгается и не участвует в социально-экономические процессы. Вот эта смена формации общественно-политической нашей, не она, а мы, скорее всего, мы были не подготовлены, и потому в обществе такие Совершенно верно, совершенно верно. То есть вот это изменение не является продуктом нашей социальной истории. То есть она навязана нам извне. Это обозначает, что теперь идет процесс формирования сиюминутные группы с точки зрения исторического времени. Это группы бесперспективные, это временные ассоциации. Вот примерно показателем является, наиболее рельефным показателем являются вот эти партии, которые непонятно вообще, это партии или подобие партии. То есть это такие группы, которые формируются в нашем обществе, и не только в нашем обществе, на постсоветском пространстве, да, формируются они, их называют квазигруппами. То есть это временное соглашение. Да. Это временное соглашение, вместе какие-то проблемы личностного характера решат совместно. Создание таких групп,
таких псевдопартий, временных каких-то объединений, в том числе и по каким-то корыстным соображениям, по каким-то родоплеменным соображениям. Вот не является ли это неким таким разделением народа? Любой народ образует какие-то структуры, но эти структуры находятся в определенной системе. И раньше тоже, когда мы говорили единый монолит, это вовсе не означает, что там не было никаких структур. Ведь фамильные, родовые, соседские, профессиональные, вот, скажем, крестьяне, труженики, это крестьяне. Они как бы, их интересы совпадают. Члены вот крестьянской прослойки, их интересы совпадают. Дворянство, интересы их совпадают. Княжеское сословие, то же самое. То есть любое общество делится на какие-то структуры. Но в настоящее время наше общество, конечно, разделилось. Теперь уже мы хотим реанимировать вот эти, скажем, клановые, родовые, племенные, сельские или городские, но они тоже неэффективнее. Представители рода или одной фамилии, они собираются, хотят решить какие-то вопросы. Просто это своеобразная попытка найти какие-то альтернативы своего существования. Потому что сегодня трудно любому человеку, любому отдельному человеку, трудно одному решать свои вопросы. И он ищет партнера вокруг себя. А вот эта вот разделенность, под которой подразумевают, знаете, некоторую приверженность какую-то к определенной личности, президенту, бывшему президенту, вновь избранному. Ныне правит миром не Соединенные Штаты Америки, и не Китай, и не Индия, великие державы. Не они правят. Правит миром крупный капитал. Крупный капитал, значит, он как бы деперсонализирован. То есть там нет действующего актера в лице живого человека. Но у капитала свои интересы. Значит, капитал требует сегодня, нуждается в разрушении всех исторически сложившихся различий между цивилизациями, культурами, народами, государствами и так далее. Все перегородки, какие только существуют, капитал должен быть свободным, перемещаться из одного региона в другой регион. У капитала свои интересы. Это правление в интересах капитала. Как вы считаете вообще, каким образом и что нужно объединять для того, чтобы наши выборы сейчас произошли в более-менее такой приемлемой и соответствующей такой важной миссии, как выборы президента, ситуации? Конечно, накопившихся проблем в нашей жизни сегодня в одночасье мы не решим. Но в любом случае, если нам суждено жить, то обязательно мы должны постараться уже приступать к решению каких-то проблем, наиболее важных, наиболее существенных, хотя бы сделать первый шаг в этом направлении, в направлении выхода из этого тяжелого кризиса, в котором мы сегодня находимся. Да, конечно, новой власти, новому президенту придется это осознать, понять, и вокруг себя собрать таких людей, 5 человек, 10, 15, 20, сколько возможно собрать таких людей, которые это понимают, которые это осознают, и которые понимают всю губительность тех процессов, которые в нашей жизни сегодня происходят. Чтобы люди заинтересованы остановить эти процессы, разрушительные процессы. Если со стороны власти ничего не предпримут, и они будут по-прежнему действовать, и не извлекая уроков из пройденного,
этапа вот послевоенного периода. И надо этот период, кстати говоря, очень поучительный. Не надо вообще изобретать велосипед и искать где-то, как нам следует жить. Надо из своего опыта исходить. И из последнего нашего опыта. Мы же видим вообще, почему так происходит в последнее время, это вот такие потрясения. Мы же знаем, почему происходит. Прекрасно мы знаем. Все это понимают. Но, видите, у нас ничего не получается, потому что люди стали предпочитать свои сугубо индивидуальные интересы. Видят, что нет единого общества, и в условиях вот такой турбулентности, в условиях неопределенности социальной, экономической, политической неопределенности, мы с вами плохо себе представляем завтрашний день. А между тем завтрашний день для человека имеет не меньшее значение, чем текущий день. И нам очень трудно. И в этих условиях, конечно, каждый начинает, или каждая группа начинает искать пути выхода из этого состояния, из этой ситуации. И причем каждый ищет свою собственную личную выгоду. Вот нам нужно, мы можем объединиться, восстановить в какой-то степени разумно функционирующее единство общества, когда мы поймем общие интересы, и, соответственно, этим общим интересам мы встраиваем свои индивидуальные, семейные или клановые интересы. То есть общество потому и называется общество, потому что сообщество людей исповедует вот эти общие интересы. Об этом свидетельствует и культура, об этом свидетельствует язык. У нас общий же язык. Да. Это говорит о том, что люди исповедовали общие интересы ставили во главу угла своей жизни. А сегодня этого нет. Значит, властям придется, будущему президенту придется, конечно, решать серьезные задачи. В противном случае мы знаем, каков может быть финал. Олег Несторович, вы знаете, что я вот замечаю, например, в нашем обществе, что огромное количество людей, вот они себя как бы позиционируют такими людьми, которые могут справиться с любыми стоящими перед государством вообще проблемами. Получается так, что масштаб личности не соответствует масштабу стоящих перед ним задач. Согласен. И это стало как-то уже таким вот очень частым явлением. И многие люди в этом смысле не оценивают, ну, во всяком случае, объективно как бы не оценивают свою роль в том или ином руководящем качестве. Да, мы стали самостоятельными, независимыми, и, значит, он захотел жить хорошо. Жить хорошо – это в достатке. Значит, жить хорошо – это занимать в обществе достаточно солидное, высокое положение. Либо стать депутатом, либо министром, либо еще лучше будет, если президентом он станет. И потому люди ринулись к материальным ценностям, вместо духовных ценностей, вместо того, чтобы развивать человеческий капитал, насыщать свой интеллект знаниями, способностями, навыками и так далее, он стал обогащать себя. Ценностная его ориентация, социальная его ориентация резко изменилась. И мы терпим колоссальный ущерб, колоссальные потери. И интеллектуальный потенциал Абхаза снижается резко. И снизился резко. Так ведь Абхаз себя, вот мне 83-й год идет, так Абхаз себя не вел, как сегодня ведет. Он вел себя с достоинством, я застал этого еще. Да. Он уважал себя, он знал, за что себя уважает. Он ценил себя и знал, за что он себя ценит. Но он не навязывал себя никому. Я как-то недавно говорил о том, что я не приемлю вообще в условиях Абхазии, чтобы отдельный человек
предлагал свою кандидатуру в качестве депутата или министра, или тем более президента. И когда я себя предлагаю тебе в качестве президента, чтобы ты голосовал за меня, это означает, ты не можешь править собой, для тебя лучше, чтобы я правил тобой, ибо ты не способен, ты низкого уровня, а я высокого уровня. Вот это мне нужно, чтобы ты это признал. Вот я тебе навязываю вот эту схему, чтобы ты ее признал и по этой схеме действовал. В нашей культуре не было, чтобы один человек просил другого, что голосуй за меня и избирай меня своим собственным руководителем. Это непредставимо. Это за короткое время это произошло у нас. В течение 2-3 десятилетий. И что теперь нам делать в этом? То есть в этих условиях, естественно, сперва нужно это осознать, сперва нужно это понять, а потом уже можно найти механизм выхода из этой ситуации. Ну, конечно, значит, если уже отвечать на ваш вопрос прямым текстом, нам нужно создавать дееспособные или способные политические институты, где формируются такие личности и где выдвигаются такие личности. Например? Ну, да, например, скажем, как раньше у нас была коммунистическая партия, верно? Наше государство было однопартийное, да? Да и в Китае однопартийное государство, однопартийная система. Ничего страшного не происходит. Ну, хотя бы 2 партии создать. Зачем нам 10, в которых по 2-3 человека членов партии? Зачем такие партии? Скажем, в Соединенных Штатах Америки, когда предвыборная кампания идет, прежде чем, значит, кандидатов выдвигать, партии собираются на своих конгрессах, и там идет обсуждение кандидатур будущего президента. Ну, кстати говоря, и в советские времена тоже нужно было же самое было. целую лестницу вообще. Да, конечно. Хотя была и однопартийная система, но нужно было пройти Да, целую конечно, лестницу конечно, продвижения для того, чтобы быть уже где-то там наверху. Конечно. Вот с чего начал, тем же хочу закончить вопросом. Так наше общество разделено ли? Сегодня... И, да, и если разделено, то по каким причинам? В первую очередь это, конечно, по интересам. А эти интересы, как вам сказать, эти интересы не какие-то духовные, стратегические, общие, а эти интересы групповые. А эти интересы, ну, я бы даже не сказал бы фамильные. Я затрудняюсь это сказать, потому что я вижу не столько фамильные интересы, не сколько родовые интересы, сколько групповые, узкогрупповые интересы. Интересы индивида, интересы групп индивидов, интересы фамилии, интересы рода, интересы там социальных прослоек, скажем, да, они всегда были, есть и будут. Но они не являлись доминирующими в жизни общества, целого общества. Они не являлись доминирующими в функционировании социальной системы. Они не являлись. Они функционировали, вот эти мелкие интересы функционировали в системе, в рамках системы. А сейчас, когда системы нет, вместе с системой функционируют разные групповые интересы. А общих интересов, интересов общества фактически в жизни людей не наблюдаются. Согласитесь, есть повод для размышлений. Это было интервью с философом Олегом Несторовичем Домения в рамках программы Хастагыла Амта. Всего доброго.